А знаешь, у кого талант никогда не скучать, никогда не унывать и никогда не останавливаться в освоении чего-то нового? Нет. У наших бабушек и дедушек. Они всегда чем-то заняты, заботой о нас, плюшками, вязанием, своим здоровьем или развитием. Для них даже целые университеты создают. Чему учит такой вуз в Визинге? Узнаем у заведующего социально-реабилитационным отделением Центра соцзащиты населения Сысольского района Ларисы Пуниговой. Лариса Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите Очень нам. приятно видеть. Расскажите нам, пожалуйста, когда открылся университет третьего возраста и сколько студентов у него? Наш университет третьего возраста открылся 3 сентября на базе Центральной районной библиотеки. На сегодняшний день у нас записано 25 студентов. То есть это уже люди, которые точно будут посещать наши занятия. Но люди, они идут и записываются, поэтому я думаю, что студентов у нас будет много, и наша студенческая учебная жизнь будет содержательной. А что же будут изучать студенты на парах? Да, на парах у нас наш первый год обучения в университете поделен на школы. У нас будут функционировать 7 школ. Школа компьютерной грамотности, школа финансовых дисциплин, школа правовых основ, школа психологических взаимоотношений, школа садовода-огородника, школа православия и 7-я школа – это школа истории и культуры Сысольского района. А где все эти школы будут размещаться? Получается, в здании библиотеки наверняка, да? Да, наш университет будет работать в тесном сотрудничестве с нашими организациями, которые находятся у нас в районе. Это и полиция, и школа, и библиотека, и учреждения культуры. Поэтому базы проведения занятий будут самые разнообразные. И музей, и площадки Дома культуры, и площадки библиотеки. И даже по православию мы планируем проводить занятия в нашем храме. Очень здорово. Так, интересно. Получается, поступивший студент, он может посещать только одну школу? Или если у меня есть силы и возможности, ну не у меня, а у студента, да? Да, наши студенты смогут посещать все наши школы, потому что у нас первый год работы университета, он такой ознакомительный, обширный, чтобы было интересно, чтобы люди могли выбрать потом факультеты, которые им наиболее, для них наиболее востребованы. Вот. И посещать, конечно же, можно все факультеты. У нас составлен учебный план. Это всего получается 1 раз в неделю. А педагогами кто будет? Педагогами у нас есть координаторы университета. Значит, педагоги у нас представители полиции, представители Сбербанка, представители пенсионного фонда. Значит, у нас есть пенсионер, у которой стаж педагогической деятельности более чем 40 лет. Она у нас будет преподавать. Мы привлекаем специалистов разных нашего Центра социального обслуживания. И, конечно, еще садовод-огородник, наша постоянный преподаватель, она у нас всегда читает нам лекции, охотно соглашается. Это заведующая сортоиспытательным участком. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Желаем развития университету, первого успешного года учебы и, конечно, активного долголетия вашим студентам. Спасибо большое. Вам спасибо. До свидания.